Доброго времени суток, дорогие друзья! Мы продолжаем серию наших программ, и, конечно, основной темой является предстоящий Новый год. И рядом со мной находится Алла Чаина. Это мастер по изготовлению мыла ручной работы с нуля. Мыло с нуля. Мыло с нуля. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы видим вот здесь наглядно, да, пример того, что вы можете сделать своими руками. И сегодня мы это вам покажем, дорогие друзья. Действительно, очень красивая работа, потрясающие ароматы. Так я жалею о том, что телезритель не может это ощутить, а у нас здесь просто прекраснейшие благовония. Как вы стали увлекаться таким интересным хобби и почему именно мыло? Мылом я начала заниматься 4 года назад. Была проблема с сухостью кожи, и в интернете, в просторах интернета я начала искать, что же мне может с этой проблемой справиться. Наткнулась на страничку одной девушки, которая занималась именно мыловарением, и именно с нуля. Меня это так заинтересовало, и пошло, и поехало. Да, но вы, наверное, делали первое мыло просто вот как для себя любимой, да? Конечно, для себя любимой. Я и сейчас делаю мыло для себя любимой. О декоре особо не думали, наверное, да? Вот эти вот все штучки, палочки, это пришло потом. Да, все-таки это пришло потом. Изначально меня интересовал именно состав, потому что промышленные мыла, они созданы на павах, а это мыло создано на маслах и щелочи. То есть это прям исключительно натуральный продукт. Состав у мыла одинаковый, только в каждый слой добавляется какая-то своя изюминка, так, да, допустим, вот в этом мыле корица, вот добавлена натуральная корица. Это мыло на вине, кстати, то есть на вине, на натуральном вине варится вино и затем готовится. Очень интересно. Так, здесь у нас получается шоколад, да? Здесь шоколад. То есть вы добавляете натуральное какао? Натуральное какао. Не только какао, которое сухое, а какао-масло. Натуральное какао-масло, оно тоже придает аромат, но, соответственно, я немножко аромамасла добавляю, потому что не будет такого эффекта. Ну и здесь все понятно, апельсин. Здесь апельсин. Ну и этот апельсин, это тоже ваш натуральный. Сушила сама. С чего все начинается? Начинается со взвешивания масел. Во-первых, это мыло из масел натуральных, растительных, рафинированных масел. Нерафинированные масла для этого продукта не подходят, потому что мыло быстро прогоркнет. Поэтому масла берем, твердые, жидкие, но все растительные. Сейчас вот мы будем изготавливать из 4 масел. Обычно я беру больше. Для начинающих тогда, скажем, для начинающих хватит и 4, да? Хватит и 4, да. Во-первых, нужно побеспокоиться о себе, да, технику безопасности. Обязательно надеваем перчатки, обязательно надеваем очки, то есть защищаем глазки. И когда готовим щелочь, мы надеваем респиратор. Щелочь мы не будем в студии готовить, да, поэтому я заранее все это приготовила. Изначально взвешиваем масла, то есть наше мыло состоит из твердых и жидких масел. Давайте покажем. Вот жидкое, понятно, да, жидкое, да? Жидкое. А твердое выглядит твердое выглядит интересно. Да. Но это тоже кокосовое, масло. Да, это кокосовое масло, это пальмовое масло. То есть 50 на 50 должно быть, да? В составе должно 50% твердых масел, 50% жидких масел. Это оливковое масло. Его видно, оно прям такое вот, да? Изумрудный такой цвет это имеет. Абрикосовое. Это абрикосовое. Начинается все со взвешивания. То есть сначала мы делаем рецепт. То есть мы прописываем в мыльном калькуляторе, есть специальный мыльный калькулятор, там мы прописываем все свои масла, прописываем, сколько мыла мы хотим получить в итоге, и он нам помогает. Он помогает рассчитать щелочь и масла так, чтобы масла могли омылиться в процессе. То есть не осталось свободной щелочи и не осталось особо свободных, ненужных нам масел, да, чтобы все смогло омылиться. Берем кокосовое масло. Я подготовила здесь уже, да? То есть нам нужно его 25% получается. Примерное соотношение у нас, я вижу визуально, мне кажется, что это одно и то же. Одно и то же, да, 25% пальмового, 25% оливкового, кокосового масла. Да. Теперь нам нужно твердые масла превратить в жидкие. Привести его в жидкое состояние. А здесь можно, так сказать,
перебрать со временем, нет? Ну, нам придется его остужать. То есть смысл такой, что у нас масла должны быть практически одной температуры, не превышать 7 градусов от щелочи. То есть щелочи масла должны быть приблизительно одной температуры. А можно ли сломать какую-то там химическую решетку, если вот передержать, и мыло не будет там пениться или не будет, не знаю... Главное правильно сбалансировать рецепт. Если рецепт сбалансирован правильно, то в принципе нарушить уже особо ничего не получится. Да. Кокосовое масло, оно, ну, то есть его добавляют для того, чтобы оно очищало. Вот если там не будет кокосового масла, значит понижается процент очищения вашей кожи. То есть мыло не так хорошо будет очищать. Мыло не так хорошо будет пениться. Пальмовое масло, оно придает твердость продукту. То есть и не будет пальмового масла, значит, мыло будет, ну, такое мягковатое, так скажем, да, у него не будет такой вот твердости. Не будет оливки, не будет нашего, как мы говорим, ухода, не будет увлажнения, то есть будет сушить, да, кокос будет сушить, пальма будет сушить. Ну и абрикосовое, можно добавить туда миндальное масло, это тоже уходовые масла, тоже увлажняющие. Да. Так, ну смотрим. Смотрим, что Готово? у нас получилось, почти готово. Как жалко, была такая воздушная консистенция, а сейчас все вот превратилось, ну, масло и масло. Масло и масло, зато потом будет очень вкусно. Да. В принципе, эти все продукты можно найти у нас в Якутске, если очень постараться, да, то можно найти у нас в Якутске. Сейчас мы окончательно растопим и будем добавлять туда уже оливку и абрикос. То есть в своем роде, Алла, вы так немножко парфюмер, немножко косметолог, да? Немножко кондитер. Кондитер, да, точно. То есть немножко еще, значит, химик-лаборант какой-то, да, потому что здесь процессы такие уникальные. Всего по чуть-чуть. По чуть-чуть, да. Ну, хорошее такое хобби, в которое вас развивает в разных направлениях, да? Итак, смотрим. Так, все, мы растопили. Теперь мы добавляем туда жидкие масла. Жидких масел у нас тоже должно получиться 50%. Да? Здесь уже вот отмерено. И вы сейчас увидите, что по где-то то же самое. Да? Вот 25% и 125 миллилитров нам нужно будет... Можно кокосовое, да, абрикосового масла. Да. А есть ли какие-то такие самые популярные масла, на которые обычно делают, ну, заказ жителей Якутии? Ну, вот хотят, я хочу мыло, обязательно какое масло самое популярное? Вы знаете, так не делают. Так не делают? Вот я вам правду скажу, так не делают. Обычно я хочу, и все-таки люди принимают мыло изначально носиком, да. Они, да, мне понравилось, допустим, шоколадное. Вот я хочу шоколадное. И уже, наверное, не знаю, почему так, но уже, наверное, им даже не важно, что там в составе. Да. Главное аромат. Главное аромат. И главное, чтобы пенка, и чтобы действительно, ну, то есть они тактильно чувствовали, что эта пенка нежная, что она действительно не сушит кожу. То есть для них это более важно. А так, чтобы прям вот по составу, нет, не разбирается наш народ в составах. Не надо. Главное, что аромат и аромат. Не разбирается, да. Все, теперь нам нужно это все перемешать. И вот сейчас мы уже будем добавлять сюда щелочь. У нас есть жирная фаза, как бы, да? Да. И у нас есть вот жидкость. То Да. есть вот здесь у нас просто водичка. Здесь у нас уже со щелочью. Да. Вот вода, мы можем посмотреть, вот видите, там не растворившаяся, то есть щелочь вся может не раствориться, и вот не растворившаяся щелочь, она То есть у нас там теоретически присутствует. мы могли сюда выжать, к примеру, лимон, да, и Да, туда щелочь. вполне, да, вот вполне. На соке, предположим, апельсина, пожалуйста. Пожалуйста. Да. То есть вот здесь вот жидкость можно заменить. Можно заменить, да. Пюре авокадо я делала как-то, очень нежное, вкусное мыло получилось. Да, и сюда я еще добавляю обязательно молочную кислоту. Она чуть-чуть сгашивает, погашает нашу щелочь, гасит нашу щелочь. И все-таки молочная кислота, она дает твердость мылу и такую вот пенку стабильную. Сколько и нюансов. увлажнение, сколько нюансов, да. Все, теперь мы вот сейчас обязательно нужно. Так, у нас я техника пойду безопасности. подальше, да. Еще хочу сказать такой нюанс для начинающих. У нас масла должны быть практически одной, я, по-моему, уже говорила, да, одной температуры, плюс-минус 7 градусов.
проверяем. Поэтому мы обязательно проверяем, да, что у нас не слишком скачет. Мгм. Температура Всё, не температурный слишком режим скачет. соблюдаем. Да, соблюдаем обязательно. И теперь обязательно, вот, пожалуйста, кондитер. Обязательно мы через ситечко пропускаем, чтобы у нас не было щелочи, та вот, Комков, да? которая, да, комочков щелочи, оставшиеся. Щелочь обязательно нужно брать не ту, которая у нас трубы прочищают, а специально очищенная щелочь должна быть, которая подходит для лаборатории. Там начинается какой-то уже... Сейчас Волшебный начнется, процесс. да, сейчас начнется процесс, и процессов этих немало, я вам скажу. Мгм. То есть сейчас вот начнется процесс омыления, мы это все размешаем, и нам нужен будет блендер, то есть чтобы запустить этот процесс. Сейчас мы просто дадим им подружиться, Мгм. да, щелочь подружится с маслами. Сейчас мы будем запускать процесс омыления. Выпускаем пузыри, да, чтобы не было у нас пузырей, то есть чтобы меньше их было. Сейчас у нас запускается процесс омыления. Видите, масса начинает густеть, но еще расслаивается. То есть она должна стать у нас беленькой. Но все равно мы видим уже визуально, что это... То есть до этого у нас было просто масло, а сейчас оно превращается как будто бы В мыльную массу. в мыльную массу, да, в сгущеночку. Сгущеночку, такое. да. Тесто какое-то, как будто муки мы добавили. Уже помутнело все, загустело, да? Да. И, значит, и Сейчас дальше... на этом этапе можно добавлять эфирные масла. Эфирные масла можно также добавлять отдушки какие-то, да, но это уже не будет, конечно, эко, но тем не менее это будет очень ароматно, вкусно. Можно арома масла добавлять. У нас здесь? У нас здесь эфирные масла. Здесь смесь эфирных масел мяты и апельсина. Мгм. Тоже так обильненького. Ну да. А вот 2%. 2%, да? От массы. Эфирные масла очень тяжело чем-то перебить, Мгм. поэтому эфирные масла здесь, конечно, выигрывают. То есть мы сейчас сделаем мыло с запахом чего получится-то по итогу у нас? По итогу мята и апельсин. Мята и Да, апельсин. у нас теперь мы можем добавить, вот сейчас у нас такой легкий след мы достигли, да, но Мгм. еще оно не мыло, это еще не мыло, и мылом оно станет через сутки, то есть Мгм. это все не сразу. Вот я добавляю спирулину, это натуральная спирулина, тоже, кстати, продается в аптеке, можно применить. Краситель. Это не краситель, это порошок водорослей. Мгм. Либо вот можно куркуму, пожалуйста. То есть натуральные красители можно применить как синтетические, так и натуральные красители. Конечно, иногда применяются синтетические, потому что невозможно фиолетовый цвет чем-то достигнуть. Ну и они ярче, насыщеннее, Да, и они ярче, быстрее, да? интереснее, как бы, да. Мгм. Но те, у кого, допустим, проблемная кожа, я, конечно, не рекомендую покупать и приобретать вот именно с синтетическими маслами. Чего не должно быть в мыле категорично? Вот каких? Поверхностно-активных веществ. В мыле не должно быть. В натуральном мыле не может быть поверхностно-активных веществ. А это Лаурит, что сульфат, допустим, да, жесткие поверхностно-активные вещества. Их ни в коем случае не должно. Должны быть вот масла, щелочь, ароматы, какой-то пигмент должен быть. Мгм. Так, что по поводу нашего мыла тут, Алла? Сейчас у нас будет происходить след. Посмотрите, вот, то есть оставляем след. Должны средний след. Мыльная масса должна достигнуть среднего следа. То есть сейчас вот оно еще расслаивается. Это процесс, конечно, не быстрый, и температура у нас повышается. То есть у нас уже 36 градусов. Ну, почти А было температура человеческого все тело. Да, Да, а было, тепленькое такое. Да, тепленькое. А было у нас сколько? А было 27. Уже. То есть химический процесс запущен, да? Да. Сейчас, видите, оно начинает густеть, да? Вот Да. мы можем увидеть, что оно еще гуще становится. Сейчас нам нужно довести до прям густоты. Слишком блендером работать тоже нельзя, потому что мы напускаем, вот там видно, пузырей. Мгм. И потом все эти пузырики у нас будут, декор будет некрасивый. Пустоты будут, да, в мыле? да. А есть горячий способ мыловарения.
принцип точно такой же, смешивание такое же, но мы ставим на водяную баню и долго-долго, 3,5 часа мы это все дело варим. Бывает ли такое, что мыло не получается? Да, бывает такое, что мыло не получилось. Это если мы нарушили, во-первых, мы нарушили рецептуру, то есть мы взяли больше щелочи, чем положено у нас в рецепте, да, то есть мыло, допустим, оно не загустеть, может не загустеть. Либо мы взяли очень много щелочи, и там оно не омылилось, и там есть свободная щелочь, и она будет щипать вам кожу. Ну, то есть его применять уже нельзя, да. Либо есть еще такое, что аромамасла, некоторые аромамасла, они, конечно, в основном все на эфирном масле сделаны, но все-таки есть какой-то процент, когда синтетика присутствует. Вот. Если налить прям очень много синтетики добавлено, мы наливаем сюда, и мыло становится колом. То есть мы уже вот с этой чашки вот в бач, там в какую-то форму, мы уже его не зальем. Да. Тогда, конечно, это все на выброс. А я вот, допустим, смотрю сейчас на готовую продукцию, да? А можно, допустим, это мыло взять, заново растопить и, допустим, залить в другую форму? Да, конечно, можно. Нужно его потереть на терочке, на мелкой терке мы трем, в емкость и на водяную баню. То есть в микроволновке у вас это не получится сделать. На водяную баню добавляем опять, что мы хотим, там, какой мы хотим аромат, и заливаем в бач, ну или в какую-то формочку заливаем. А вот эти слои, то есть вы когда заливаете формочку, сначала один слой, потом вы просыпали корицу, потом следующий слой, да? Да, как вы правильно заметили. Да? А вот глаз алмаз. Да, глаз алмаз. А интересно, а почему оно не смешивается? А или это надо было застыть? Да, мы даем немножко схватиться мылу, и когда оно схватывается, мы заливаем второй слой, то есть жидкий слой, то есть мы не... Если мы нальем жидкость в жидкость, то получится так, как вот у нас, допустим, апельсинчик. Вот это жидкая жидкость. Тут четких нет, да? Да. Тут четких границ нет, да. Поэтому мы жидкую мыльную массу налили в бач, затем другого цвета, допустим, мы налили сверху, все это вот размешали, и у нас вот такие свирлы получились. Да, Вот сейчас мы достигли уже такой массы, когда у нас сметанообразная. Да. Податливая, сметанообразная. То есть сейчас нам можно уже заливать наш бач. Даша, немножко поможете мне, да? Мне нужен бач. Вот это бач называется. Это называется бач. Это бач килограммовый. Есть разные. Вот килограммовый. Ну, по сути, это форма. Да. А она прям деревянная должна быть, да? Нет, она не деревянная, она силиконовая. Ага. Вот она силиконовая здесь. А для чего вам дерево? Сейчас объясню почему. Да. Потому что когда мы зальем, у нас не получится форма. То есть она сделается вот так. Она не получится, форма мягкая, и она не получится. То есть она у нас либо так, у нас будут бугорки, а здесь мы ее как бы усиливаем. Итак, наше мыло отправляется. Наше мыло вот в такой консистенции отправляется в бач. Мы это все заливаем. А какие ароматы, дорогие друзья, просто мята. Я вот предчувствую мята, апельсин чувствую, да. Потрясающе. Ну и дальше можно красиво украшать. Уже. Так как, да, все, немножко постучали, выпустили оттуда вот пузырьки воздуха, чтобы они у нас не повлияли на наш дизайн. И дальше мы можем уже художеством заняться. Это все делается, пока оно не застыло. Пока оно не застыло. То есть мы вот можем сделать такую красоту. И у нас будет, получается, мыло однотонное зеленое, да? Ну, такое бледно-зеленого цвета, да? Да, это будет бледно-зеленого цвета. То есть оно само еще, сама щелочь, когда начнет омыление, она сама скажет, какого цвета у вас будет мыло. Да вы что? Но ближе к тому, что вы делаете, да. Ну, то есть в черный не превратится? В черный не превратится. А вот здесь я смотрю, у вас такие прям
завитушки вот это вот здесь же вот видите неравномерно, и это естественным путем, то есть это вы не срезали ножом ничего. Нет, Вот как добиться вот такой вот шапочки? Шапочка добивается с помощью, ну, допустим, вот на примере вилочки, да, покажу. То есть, когда мыло подстынет, оно уже будет довольно-таки густое, да, мы можем сделать вот такие пики. То есть мы делаем вот такие пики. Ну и оно погуще, если было, оно бы так стояло, Оно бы стояло, да. То есть нам нужно мыло загустить. А сейчас, вот так как мыло такое вот еще средний след у мыла, да, оно не сильно густое, то мы можем сделать вот такую красивую шапочку. То есть тоже будет красиво. То есть здесь полет фантазии просто, да? Как хотите. Хочу так, потом передумала, нет, хочу так, потом хочу так, да? Пока мыло не застыло, эти то вот здесь полет фантазии. блестки, они у нас не спадают вниз, они только Нет, на поверхности? они останутся на поверхности. Мыло такой плотности, что оно не даст им туда осесть. Оно останется на поверхности, да. И причем это специальные блестки, которые смываются, то есть они специально продаются в магазинах для мыловаров, и то есть оно не останется на коже, да, не останется на руках. Алла, ну что, вуаля, можно сказать, и кусочек мыла готов? Почти готов, почти. Да, почти. Но мыло готово будет через сутки. То есть сейчас мы его должны поставить на 2 часа в горячую духовку при температуре 50 градусов. Там оно пройдет процесс гелеобразования, воскообразования, затвердеет. Через 2 часа мы можем его поставить на стол при комнатной температуре, оставить на сутки. И вот только через сутки у нас получится вот такой кусочек мыла. Ну, конечно, в рамках нашей программы мы показать-то этот весь процесс не можем, да, конечно, это очень длительный процесс, да. Но я думаю, самые основы, да, мы показали, что в принципе мыловарение это доступный, да, такой вид дополнительного какого-то, да, хобби. Такое очень интересное, полезное, главное. Хобби. Далее, все-таки здесь можно проявить все свои навыки, да, ну вот, как мы говорили, кондитер и художник и все дела. Если, конечно, захочешь прям вот так сделать, но здесь надо постараться. Здесь несколько слоев у нас, да, здесь и джинсы, то есть это посложнее. Конечно, да. это посложнее. Это вот уже произведение времени искусства, побольше. да? Ну а у нас есть готовый продукт, батч, который мы с вами уже как будто бы запекли, остудили. Это килограмм? Здесь килограмм. Да. Килограмм. Это вот точно такой же. Ну и заключительный этап – это у нас разрезка торта, я бы сказала, да, как будто бы, да. Очень интересно, что же там внутри. Очень интересно, как это выглядит. Там мы-то не знаем, какие там у нас слои, да? Да и я даже не знаю. И вы не знаете. Я думаю, Что самое время получилось. узнать. Поехали. Да. Это самый интересный процесс для мыловара. То есть мы разрезаем, у меня есть резак профессиональный, но можно вот таким вот, либо вообще ножом. И вот что у нас получается. Какая красота! Такого примерно кусочка хватит на сколько? Но если мы будем все-таки не мыться им каждый день, то есть это не мыло для рук, это мыло для тела, да? Это мыло для всего. Для всего. Для всего. Можно и руки мыть, и тело мыть. Ну, то есть... Ну, допустим, если раз в неделю при принятии ванны я там омылю себя, надолго хватит кусочек? Ну, давайте я так скажу. Я моюсь им каждый день, я мою руки, все тело, лицо. Я мою им все. Мне хватает кусочка. Вот я разрезаю его на 100, где-то 110, плюс-минус 115 грамм. Да? Мне хватает одного кусочка на 2 недели. Но при том, что... Экономично. При том, что он не до конца созревший. То есть вот это мыло сейчас мы использовать, через сутки мы использовать не можем. Почему? Потому что оно очень мягкое. Давайте я вам покажу вот кусочек. Посмотрите. Он гнется, да? Он гнется. То есть там есть водичка, да? Мы же добавляли туда воду или соки. То есть он гнется. То есть если мы сейчас им начнем мыться, он начнет у нас немножко раскисать. Да? Он раскиснет. Если мы применим мочалочку, значит мы как масло по мочалке его вотрем, да? То есть он сразу у нас. Чем дольше мыло лежит, тем тверже оно становится, тем дольше оно вам будет служить. Поэтому процессом именно затвердевания мыла, да, окончательно, когда мы его сможем пользоваться, это 3 недели.
Через 3 недели. Через 3 недели. То есть мы приготовили, через сутки порезали, и только через 3 недели мы можем им мыться. Алла, и финальный вопрос. А если срок годности у мыла? Вот когда, допустим, подарила мне мама вот такое мыло. Оно у меня лежит, прошел год, прошел 2. Можно еще им Можно пользоваться? пользоваться. На мыле, если оно начнет прогоркать, мыло не портится, не покрывается плесенью, потому что у нас там есть консервант в виде щелочи, оно прогоркает. То есть срок годности масел заканчивается, естественно, и начинает появляться неприятный запах, может появиться какие-то пятнышки такие, да? Вот тогда мылом пользоваться нельзя. А так 5 лет вполне спокойно оно может лежать, до 5 лет. Ну вот видите, дорогие друзья, возвращаясь вновь к теме подарков, ну разве это ли не самое лучшее, что можно подарить, да, своим близким? Во-первых, своими руками сделано, во-вторых, прекраснейший аромат, плюс еще и профилактика заболеваний ОРВИ, ОРЗ, да, если, допустим, вот взять ароматерапию, да? Вдыхать эфирные масла. Эфирные да. масла. Плюс это косметический эффект. Да еще и к тому же это вот такая очень долгоиграющая вещь, то есть 5 лет спокойненько это мыло может стоять на полочке, к примеру, радовать, а через 5 лет вы вдруг решили принять ванну и вспомнить о том человеке, кто вам его подарил. Да, и будет оно нежно ухаживать. Да, и пользу принесет обязательно. Алла, большое вам спасибо за интересную тему. Мы желаем вам творческого вдохновения в любом случае, потому что здесь творческий процесс доказан был сегодня, да. Конечно, мы желаем вам еще больше идей. И, наверное, самое главное – здоровье, потому что все-таки вы в такое увлечение пришли за здоровьем. Здоровьем, в первую за красивой кожей, да. Поэтому мы вам желаем здоровья. Спасибо большое. Спасибо вам.